Здравствуйте, на ТНВ. Время новостей Татарстана. О событиях дня расскажем прямо сейчас в студии Лена Зинатуллина. Еще один шаг к импортонезависимости. Купили и уже запустили 2 высокотехнологичные линии. Чем в Татарстане займется новый завод, узнал Дмитрий Аренин. Особое внимание одиноким пожилым. Какие страхи показывает. Это ведь чудо. Как пожарные извещатели могут спасти жизнь, расскажет Вероника Гайнудинова. Служить Отечеству. Любой парень, мужик, мальчишка должен быть смелым и постоять за свою родину. Татарстанцы отправились на военную службу в Южный военный округ. От тех, кто встал на защиту страны. Рамиль Шайдуллин. Рыбаки, которые пропали в Мензелинском районе неделю назад, утонули. Как сообщает МЧС, их тела обнаружили в реке Ик, близ села Новый Мелькен. Предварительно причиной трагедии стало несоблюдение правил безопасности на воде. На погибших не было спасательных жилетов. Напомним, 2 мужчин 44 и 45 лет пропали еще 4 ноября. Сообщение о том, что рыбаки не выходят на связь, поступило спасателям через сутки. Спустя несколько часов после начала поисков была обнаружена вмерзшая в лед моторная лодка. Людей в ней не оказалось, только рыбацкие вещи и лекарства. Рядом обнаружили сапог, чуть позже спасатели нашли куртку и фонарь. Как сообщили в МЧС, вероятнее всего мужчины выпали из лодки из-за резкого маневра или столкновения с плавучим предметом. Сейчас температура воды очень низкая. При минус 2 градусах смерть может наступить через 5 минут. В ледяной воде нарушается ритм сердца, повышается артериальное давление до опасных значений. Из-за резкого сокращения мышц груди нарушается дыхание, и человек может захлебнуться водой. С наступлением холодов увеличится и количество пожаров. Так, на этих выходных в Ютазинском районе погиб пожилой мужчина. С начала месяца это уже 2-й случай, когда гибнут люди старше 70. В зоне риска одинокие пенсионеры. К ним сегодня и отправились спасатели Высокогорского района, чтобы установить пожарные извещатели. Сейчас приборы есть в 132 тысячах домов. Оснащают ими бесплатно многодетных, людей с ограниченными возможностями, неблагополучных граждан. Вероника Гайнудинова о том, как умные приборы спасают жизни. Проведем с вами инструктаж по мерам пожарной безопасности и установим автономные домовые пожарные извещатели. Анастасии Логиновой 96. После смерти сына уже несколько лет живет одна. Пожарных извещателей в доме никогда не было. Сегодня она в числе тех, кому датчик устанавливают бесплатно. Правильно, конечно, важно. Да, вон какие страхи показывает. Это ведь чудо. Вот сидишь и плачешь, сколько людей гибнет, а детей сколько. Здравствуйте. Здравствуйте. Можно к вам? Конечно. Гостей встречает и Хадиджа Амирова. Пенсионерка переехала в квартиру 4 года назад. О необходимости извещателей слышала, но не знала, как их установить. Теперь они будут в каждой комнате. На кухне обязательно. Женщина рассказывает, часто оставляет на плите еду и уходит в другую комнату. Если вдруг забудет, датчик оповестит вовремя. Действительно, вот поставить суп да уйти, мало ли. Нет, это очень хорошо. Основная распространенная причина возникновения пожаров, обычно в жилом фонде, это по-обыденному сказать, короткое замыкание. От распространения огня прибор не спасет, но поможет сохранить жизнь. Извещатель после установки спасатели обязательно проверяют. Такой сигнал, возможно, смог бы спасти мужчину из Урусу Ютазинского района. В субботу в его доме загорелся диван и началось сильное задымление. 63-летний мужчина погиб. Пожарные извещатели за 8 лет спасли жизни 271 татарстанца, в том числе 85 детей. Последние 2 года на территории Высокогорского района пожаров, где были именно установлены автономные пожарные извещатели, не было. Но если взять в общем по республике, то начиная с 2023 года, в 8 случаях возникновения пожара, были такие сработки, где удалось спасти уже 9 человек. 1 ноября в Альметьевском районе в селе Апаково в 3 часа ночи семья проснулась от звука пожарного извещателя. Горела входная дверь. Женщина выпрыгнула в окно, но муж из-за сильного задымления не смог найти выход. В конце сентября в селе Кызылъяр Арского района сигнал датчика разбудил женщину в половине 4 утра. Она смогла самостоятельно выбраться из дома. Пенсионерки извещали установили бесплатно как одинокому пожилому человеку. На особом контроле также многодетные и неблагополучные семьи. На социальном обслуживании на дому у нас находится 350 человек.
Практически у каждого установлен пожарный извещатель. Он вновь принят от граждан, которые появились у нас на обслуживании в 2023 году. Мы устанавливаем по мере появления пожарных извещателей. За последние 7 лет в Татарстане установили 400 тысяч таких пожарных извещателей. Сегодня они есть в 132 тысячах домах. Но, как говорят спасатели, датчики должны быть в каждом доме и в каждой квартире. Ведь ваша безопасность в ваших руках. Вероника Гайнудинова, Данил Филатов, ТНВ, Высокогорский район. Татарстан сделал еще один шаг к импортонезависимости российской IT-сферы. В поселке Столбище Лаишевского района сегодня открыли завод по выпуску материнских плат и производству вычислительной техники. В церемонии принял участие Рустам Минниханов. Новое производство запустил резидент особой экономической зоны Иннополис, компания ICL. Материнская плата – это основа всей компьютерной техники. Ранее эти компоненты закупали в основном в Китае. О масштабах нового производства расскажет Дмитрий Аринин. Под стать технологичному производству и церемонии открытия. Вместо перерезания ленты и нажатия кнопки прикосновения к сенсорному экрану. К появлению этого завода приложили руки компания ICL, Федеральный фонд развития промышленности и Республика Татарстан. Сегодня знаковое событие. На этой площадке появился новый завод. Этот проект – это обеспечение независимости нашей страны в области IT. И, конечно же, благодаря той поддержке, которая есть с федерального центра, правительства, особенно Министерства промышленности. Общий объем инвестиций – 2 миллиарда рублей. Более 600 миллионов по льготному займу под 1% выделил Фонд развития промышленности. Фонд развития промышленности сделал, на самом деле, очень простую вещь, мы всего лишь дали деньги. Наша роль здесь очень незаметна, но самое важное здесь вы. Те люди, которые сделали этот проект, которые вносят вклад в технологическое развитие нашей Родины. Руководству компании, которая открыла завод, Рустам Минниханов вручил благодарность Раисы Республики. Награду получает генеральный директор Евгений Витальевич Степанов. В последние годы российская IT-отрасль получила существенные меры господдержки. Компаниям предоставили налоговые льготы, субсидии и освободили от проверок. Понятно, что меры показали свою высокую эффективность, и мы полной решимости продлить их действия на следующий год. Сейчас смотрим и в отношении тех направлений деятельности наших радиоэлектронных предприятий, которыми мы могли бы расширить действующее постановление. Новый завод площадью более 8 тысяч квадратных метров объединил цеха по поверхностному монтажу печатных плат, конвейерные линии производства вычислительной техники и тестовую лабораторию. Роботы ставят элементы, после этого люди проверяют, все ли элементы прикрепились. Тут и автоматизированное оборудование, и ручная сборка. На заводе работают 400 специалистов. Есть из других регионов, большинство местные жители и выпускники учебных заведений Казани. Деталей, я не знаю, очень много, очень много. Вы же сами вот видите, что они очень маленькие. Зухра Гарипова выучилась на техника по компьютерным системам и теперь работает по специальности. Если все это знаешь, понимаешь, в этом разбираешься, если во всем этом, то несложно, я бы сказала. Если тебе это самое интересно. Как организовано производство, осмотрел Рустам Минниханов. Это пустая печатная плата, кусок текстолита, внутри очень много мелких проводников. На первом этапе новое предприятие в год будет выпускать 300 тысяч материнских плат. Далее объем продукции планируют увеличить до 1 миллиона. Для России в текущий момент 1 миллион плат – это достаточно много. У нас предложение очень сильно сократилось. А все мы понимаем, да, что сейчас при цифровизации такой экономики, вообще всех процессов нашей жизнедеятельности, да, компьютеров и серверов, и ноутбуков нужно все больше и больше. И вот именно эти потребности мы будем закрывать. С использованием своих материнских плат будет выпускаться более 200 видов отечественной вычислительной техники. Дмитрий Аринин, Алмаз Зейдинов, ТНВ, Лаишевский район. После открытия завода Рустам Минниханов провел совещание по вопросам дальнейшего развития группы ICL в Татарстане и индустриального парка Лаишево. Как отметил Раиса Республики, решение создать здесь площадку себя оправдало. Объект расположен рядом с Казанью и аэропортом, налажена необходимая инфраструктура. Все это дает конкурентные преимущества. Ну и ICL, молодцы. Вся эта история идет в рамках нашей площадки особой зоны Иннополис. Мы тогда правильно сделали. Интеллектуальная часть у нас в верхнем условии.
университет, технопарки, а вот производственные, мы видим, что эти решения были правильные, вот, и район здесь Лаишевский очень активно заинтересован. Шторм на вторичном рынке жилья. Некоторые банки отменили ранее одобренные заявки, другие дали 3 месяца на покупку квартиры по старым ставкам. Что происходит с ипотекой после повышения ключевой ставки, читайте сегодня в интернет-газете «Реальное время». Здание Государственного архива республики сегодня посетил Рустам Минниханов. С прошлого года оно работает в селе Столбище Лаишевского района. В этом фонд увеличился почти на 38 тысяч дел. Благодаря цифровизации все больше документов можно изучать удаленно. О новых технологиях в архивном деле в нашем репортаже. Здание работает, благодаря вам стало, сегодня наполнилось, полностью работает функционал. Пожарная сигнализация, система вентиляции, видеонаблюдения. Сегодня в здании архива созданы все условия для хранения как бумажных, так и аудиовизуальных документов. Рустаму Минниханову показали хранилище. Сегодня по объему дел Татарстан занимает 2-е место в ПФО. Это почти 6 миллионов единиц хранения. Потом на войлок выкладываем, вот как сейчас. В Центре реставрации рукописей только с января по июль отреставрировали больше 5000 листов. Еще 5000 документов за это время оцифровали. Райс Республики осмотрел кабинеты, читальный зал, отдел генеалогических запросов. Рустаму Нургалиевичу мы показали все проекты, которые он в свое время нам согласовал и дал, возможность их реализовать. Это проведение экспертно-проверочной комиссии в электронном виде. Это работа с запросами от населения, которых к нам поступает более 44 тысяч ежегодно. Также совместно с объединением «Татар-мультфильм» разработан детский образовательный проект «Исталек» об архивном деле и историческом наследии Татарстана. Сейчас в планах ведомства активное внедрение искусственного интеллекта и создание архива для аудиовизуальных документов. Лина Зинатульна, Давид Абдулин, ТНВ, Лаишевский район. Рустам Минниханов сегодня в селе Усады Лаишевского района посетил парк транспортной компании «Буревестник». Он осмотрел автобусы, их здесь 90, посетил ремонтные цеха, а также ознакомился с работой компании по обновлению техники. «Буревестник» привлекался к обслуживанию мероприятий различного уровня, в их числе Универсиада в Казани, Зимние Олимпийские игры и Паралимпийские игры в Сочи, Чемпионат мира по футболу, WorldSkills и другие. Автобусами компании пользуются туристы и гости Казани, а также пассажиры регулярных маршрутов. В стране продолжается осенняя призывная кампания. Из Казани в российские войска сегодня отправились более 150 татарстанских новобранцев. Из призывного пункта «Патриот» их проводили в Южный военный округ. Татарстанцы будут пехотинцами, моряками и морскими пехотинцами. С начала осеннего призыва на службу в войсках из республики отправились более 1200 человек. Рамиль Шайдуллина о наших защитниках. Точно и выверенно, чеканя каждый шаг, военнослужащие Казанского гарнизона выносят флаги республики и страны. Совсем скоро, уже с выносом знамени части. Этот ритуал станет священным для сидящих в зале ребят. На их плечах пока еще пустые погоны, но обувь уже начищена до блеска. Это призывники Татарстана. Сегодня они отправляются на службу. Руководство Республики Татарстан, военный комиссариат республики уверены, что наши призывники понесут лучшие традиции Татарстана, национальные воинские коллективы будут честными, верными друг другу. А вашими успехами будут гордиться родные и близкие. Они из разных районов, разного возраста и с разными интересами, но сегодня и минимум в ближайший год их объединяет одно – непоколебимое желание быть защитником. Защитником дома, семьи, республики, страны. Черную форму и полосатую тельняшку сегодня впервые надел Динар Фаттахов из Нижнекамска. Парню 22. На последнем курсе института взял академический отпуск, чтобы отправиться в армию. Что такое патриотизм, знает не понаслышке. Сейчас на СВО двое его близких родственников. Хочу защищать свою страну, своих близких, родных, друзей. Мечтал о море и попал на Черноморский флот и казанец Анвар Александров. Парень потомственный военный, но с этого дня в их роду он первый моряк. В своем образе романтика, работа в море привлекает множество людей. Любой парень, мужик, мальчишка должен быть смелым и постоять за свою родину. Я думаю, это школа жизни. Должен пройти ее, каждый. Так считают все, кто сегодня на год отправляется на защиту страны. Больше 150 новобранцев будут служить в Южном военном округе. Уверена, что вы с честью и достоинством будете вести воинскую обязанность в вооруженных силах Российской Федерации. Вы татарстанцы.
Ребята поедут в составе эшелона. Дорога до воинской части займет более 2 суток. Специально для призывников трехразовое горячее питание в вагоне-ресторане, настольные книги, свежие газеты и журналы. Рамиль Шайдуллин, Алмаз Единов, ТНВ, Казань. Мы продолжаем нашу традиционную рубрику «Айда Татарстан». И сегодня речь пойдет об одном из самых главных ритуалов – именно речении. У татар оно называется иссем кушу. По древней традиции, еще со времен принятия ислама, детей принято называть только дозволенными именами и непременно в присутствии муллы. Обязательно читается азан, но не совершается намаз. Почему и как ребенка можно называть, а как нельзя? Ответы на эти вопросы и не только искал Рамиль Шайдуллин. Эта малышка родилась всего неделю назад и еще не привыкла к такому количеству людей вокруг. Рядом мама, папа, бабушка с дедушкой, а еще мулла. Но сегодня особенный день. Девочке дают имя. Сегодня именоречение проводится в мечети, но эту же церемонию, по-татарски называемую иссем кушу, проводят и дома. Вначале имам читает азан, потом особую дуа салават, и только после этого в оба уха ребенка трижды нашептывает его имя. Теперь малышку будут звать Амина. Очень красивое имя подошло и ребенку, и родственникам всем очень понравилось. Ну и имя такое, маму пророка Мухаммеда, по-моему, звали так именно, насколько я помню. Сегодня самые популярные имена в Казани – Эмиль, Ранель и Азамат. У мальчиков Камилла, Амелия, Саида у девочек. Часть появились сравнительно недавно. Часть у татар была известна еще с древности. У татар корни именоречения уходят далеко, вглубь веков и в первую очередь, конечно, связаны с исламом. Поэтому и детей принято называть и в честь ключевых фигур мусульман, и в честь качеств, которыми каждый верующий должен обладать. Имена бывают запрещенные, к ним относятся все 99 имен Аллаха. Детей ими называть нельзя, но можно с приставкой «абд», что в переводе «раб Всевышнего Аллаха». Примеры: Абдулла, Абдурахман, Абдурахим. Также запрещены имена, несущие плохой смысл, а приветствуются имена с компонентами «дин» – «вера», например, Исламуддин, «жан» – «душа», например, Сабиржан. А вот девочек всегда было разрешено называть именами жен и дочерей пророка и давать им имена с компонентами, подчеркивающими их женственность, красоту и хозяйственность: Биби, Бикя, Бану, Ниса и Джамал. Мы, будучи мусульманами, обязаны своим детям кушарга хорошие исемнары. Да, то есть есть изречение пророка, в котором говорится: нарекайте своим детям красивые, хорошие имена, в судный день по этим именам будут называть. Еще одна особенность именоречения у татар, как и у всех мусульман, это положение ребенка во время ритуала. Малыша кладут ногами в сторону Мекки, чего обычно делать нельзя. Спать, жить ногами в направлении кибла в исламе является запрещенным, да, то есть исключением, да, то есть это два момента, то есть это когда непосредственно исм кушала, то есть когда имя нарекается, и уже когда, конечно, покидает этот мир. Поэтому во время именоречения читают азан, но намаз совершат только после смерти человека. Это символизирует скоротечность нашей жизни. В древности считалось, что правильно выбранное имя охраняет ребенка от злых духов и поможет правильно выбрать дорогу в жизни, что присуще не только татарам, но и всем народам. Так, на ежегодном празднике чувашской культуры Уяв Рустаму Миниханову и Геннадию Зюганову рассказали, как ответственно к этому подходят чуваши. Да, по старинному обычаю, когда человек рождался, ему давали имя в присутствии старейшины и родственников. И старейшина у нас спрашивал: как ребенка назовем? Родители как? А вот так церемония именоречения проходит прямо в Челнинском ЗАГСе. Каждый родитель новорожденных близняшек выбрал по имени каждой дочери. Одну муж назвал, другую я. Но хотела я 2 имени выбрать, но не получилось. Муж уже назвал.
После того, как ребенок получает имя, имам проводит отдельную беседу с родителями. По Корану, приходя в этот мир, дитя приносит с собой и обязанности, которые они должны выполнять. Так, глава семейства должен принести в жертву барана. Одного, если родилась девочка, двух, если мальчик. Также отец должен сделать ценный подарок супруге, а мама выучить дуа, которое она будет читать, ухаживая за ребенком. Обычно это делают уже в первые дни. Чем раньше, тем лучше. В исламе идет объяснение, что самые лучшие дни для Исам Кушу, для именоречения, это 7-й день, 14-й день, 21-й день, то есть кратное 7. К этому времени желательно точно определиться с именем, но мулла может предложить и свои варианты. В августе Духовное управление мусульман республики выпустило в свет книгу разрешенных татарско-мусульманских имен. В ней около 8,5 тысяч позиций. Будет из чего выбрать. Рамиль Шайдулин, Дальмин Дубаев, ТНВ, Казань. Татарстанская команда «Стрела Акбарс» впервые в своей истории стала победителем первого тура чемпионата России по регби-7. А решающие игры прошли в Сочи. Сначала казанцы сразились с командой ВВА Подмосковье и уверенно выиграли со счетом 15-0. Затем встретились с московским «Динамо», где «Стрела» показала еще больший отрыв – счет 22-0. В финале казанцы боролись с питерской «Заставой 7». Итоговый счет 40-0 в пользу наших. Напомним, в сентябре «Стрела» впервые выиграла Кубок России. Фестиваль зимних видов спорта «Винтерфест» собрал в Ледовом дворце Нижнекамска несколько сотен любителей фигурного катания и хоккея. Серию мастер-классов для нижнекамских ребят провели легендарные российские спортсмены, фигурист Илья Авербух и хоккеист Александр Гуськов. На уникальных занятиях побывала и наша съемочная группа. Сели на ножки, как пружинку, так скрутились. И вот так вот себя закрутили. Фонарик, цапля и ласточка. Технику выполнения этих фигур юным нижнекамцам показывает сам Илья Авербух. Детям выпала уникальная возможность поучаствовать в мастер-классах легенд фигурного катания. Я вот чувствую в этом уже какую-то передачу, какого-то опыта, заряда, энергии, да, потому что нам надо заряжать нашу молодежь, заряжать на новые подвиги. И, конечно, вот в этом я, наверное, вижу главную миссию и главную мотивацию. Мастер-класс от звездных спортсменов – это неотъемлемая составляющая фестиваля зимних видов спорта «Винтерфест», организованного Сибуром. В Нижнекамске фестиваль проходит впервые и дарит участникам новые возможности для развития и мотивацию для достижения новых высот. Это великолепная возможность вот так отдыхать вместе с семьей. Это, конечно же, эмоционально очень для детей. Мне очень понравилось. Если еще будет начаться, мы, конечно, с моей сестрой сюда придем. Второй день фестиваля посвятили хоккею. Своими техниками и мудрыми советами с ребятами делился хоккеист Александр Гуськов. За 2 дня фестиваля вместе с легендарными спортсменами на лед вышли почти 400 юных нижнекамцев. Это и любители, и профессиональные спортсмены, а также дети с ограниченными возможностями здоровья. Каждый из них получил сертификаты с автографами чемпионов и незабываемые впечатления. 2 цели мы преследуем. Первое – это популяризация здорового образа жизни среди молодых людей. А второе – это замотивировать юных спортсменов на достижение успеха, побед, повышение своих результатов, улучшение навыков. В компании реализуется программа «Школа баскетбола». В этом году стартовала школа футбола, то есть по аналогии со школой баскетбола сделать. Что она из себя представляет? Выдающиеся тренеры, игроки приезжают, проводят мастер-классы для детей. Винтерфест – традиционное мероприятие Сибура, проходит в рамках программы «Формула хороших дел». За почти 10 лет в нем приняли участие 15 тысяч ребят из разных городов в присутствии компании. Светлана Звонарева, Алена Струминская, Данил Филатов, ТНВ, Нижнекамск. Это были новости Татарстана. Еще больше информации в нашей группе ВКонтакте и Телеграм-канале. Сейчас прогноз погоды с Наилем Дзахате. До встречи в 21:30. Здравствуйте! Исяннесіз. В Татарстане характер погоды в ближайшие сутки останется прежним. Будет все так же дождливо и пасмурно. Подробнее всего через пару секунд. Банк Аверс оказывает весь спектр банковских услуг для частных лиц и корпоративных клиентов. Для бизнеса банк предлагает услуги по расчетно-кассовому обслуживанию, кредитованию, банковские гарантии и продукты с возможностью эффективно размещать свободные денежные средства.
Сохранить тепло вашего сердца и бодрость духа в эти ноябрьские дни поможет санчи. Благодаря богатому полезными веществами составу, санчи дает энергию, нормализует сон, помогает при головных болях и хронической усталости. Недаром его называют сокровищем китайской медицины. Только 20 ноября в аптеках Farmland скидка на санчи 20%. Телефон для справок 8 927 236 71 75. Сайт sanchi.rf. По данным сервиса Яндекс.Погода, в Арске, Богатых Сабах и Кукмаре облачно, иногда с прояснениями. Местами пройдут дожди. Температура днем составит 4-5 градуса, ночью около 2 градусов выше 0. В Буинске, Тетюшах и Кайбицах также временами ожидаются прояснения. Локально пройдет дождь. Днем будет 5-6 градусов, ночью 2 градуса тепла. В Аксубаево, Мамадыше и Чистополе облачно, осадки повсеместно. Днем 5-6, ночью 2 градуса со знаком плюс. В Набережных Челнах, Агрызе и Сарманово будет облачно, пройдут дожди, днем 6 градусов, ночью плюс 2. В Альметьевске, Бугульме и Азнакаево такая же картина, ожидается пасмурная и дождливая погода, днем плюс 5-6 градусов, ночью плюс 2. В туристических городах нашей республики, как и в других районах, пасмурно, температура и здесь выше нормы. В Свияжске облачно, временами ожидаются осадки в виде дождя, плюс 6 градусов днем и плюс 2 ночью. В Болгаре тоже ожидаются дожди. Днем 5 градусов, ночью 1 градус выше 0. В Елабуге будет пасмурно, временами дожди. Днем плюс 6 градусов, ночью плюс 2. Вамин – производитель сыров и сливочного масла с многолетним опытом и любовью к вам. Продукция изготовлена из отборного молока по традиционной рецептуре на современном оборудовании. Вамин – натуральные, вкусные и полезные продукты в каждый дом. В столице Татарстана ожидается облачная погода с прояснениями. Местами пройдут дожди. В предстоящие сутки будет около 5 градусов. Ночью около 2 градусов тепла. Давление почти в норме – 749 мм ртутного столба. Ветер южный около 4 метров в секунду. Влажность 84%. Магнитное поле Земли спокойное. По предварительным данным, пока на погоду в республике влияет западный циклон, к концу недели похолодает. На этом все о погоде. Всего доброго и до встречи.